Приветствую, друзья! С вами снова Искендер Бариев. 9 августа весь мир отмечает Международный день коренных народов мира. Что же это за день? Как он появился и для чего его нужно отмечать? Что необходимо предпринять в Украине? Об этом поговорим в 12-м выпуске блога Liberate Crimea. Международный день коренных народов мира был установлен в 1994 году Генеральной Ассамблеей ООН. Именно в этот день состоялось первое заседание рабочей группы по коренным народам подкомиссии по поощрению и защите прав человека, в котором говорилось: в этот Международный день коренных народов мира мы отдаем должное богатству культур коренных народов и особому вкладу, который они вносят в семью народов мира. Мы также помним об огромных трудностях, с которыми сталкиваются многие коренные народы, от недопустимых масштабов бедности и заболеваемости до лишения имущества, дискриминации и отказа в основополагающих правах человека. В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет около 370 миллионов человек, которые живут более чем в 90 странах и представляют множество языков и культур. И хотя коренные народы составляют всего 5% населения Земли, на их долю приходится 15% беднейшего населения планеты. Ведь они продолжают сталкиваться с множеством проблем, а их права нередко нарушаются. И именно для привлечения внимания широкой общественности и властей разных уровней к данным вопросам и для направления усилий для решения проблем коренных народов во всем мире и был учрежден данный праздник. В этот день принято проводить массовые культурные мероприятия, на которых представители коренных народов могут ознакомить всех со своими культурой, обычаями и традициями. В Украине официально признанным коренным народом является крымско-татарский народ. Также на признание быть коренными народами претендуют караимы, крымчаки и урумы. В этот день хочу напомнить, что несмотря на то, что Украина присоединилась к Декларации ООН о правах коренных народов в 2014 году, а крымско-татарский народ признала коренным, данный вопрос не урегулирован в правом поле Украины по сей день. Для этого нужно предпринять следующие шаги. Первое. Принять закон о коренных народах Украины с учетом стандартов Декларации ООН о правах коренных народов. Второе. Принять национальный план действий по защите прав коренных народов Украины в рамках адаптации общесистемного плана действий ООН в отношении коренных народов. Третье. Внести изменения в 10 раздел Конституции Украины. Четвертое. Ратифицировать Конвенцию МОД номер 169. Считаю желательными и полезными следующие мероприятия в День коренных народов 9 августа. Первое. Заявление президента Украины о защите государством прав коренных народов Украины, о необходимости соблюдения государством-агрессором соответствующих стандартов ООН в Крыму. Второе. Указ президента Украины о памятной ежегодной дате в Украине 9 августа, как День коренных народов мира. Третье. Поручение президента Украины компетентным органам о проведении ежегодных культурных и просветительских мероприятий, посвященных истории и культуре коренных народов Украины, в том числе выпуск почтовых марок, монет и тому подобное. Четвертое. Поручение президента Украины, Министерству иностранных дел Украины относительно освещения по дипломатическим каналам позиции Украины по вопросам Дня коренных народов мира, Декларации ООН о правах коренных народов и проблем коренных народов Украины, связанных с российской агрессией. Поздравляю с Международным днем коренных народов мира. Все будет хорошо. До новых встреч.